Слово для выступления предоставляется заявителю Султаналиеву. Пожалуйста, к трибуне пройдите. Здравствуйте еще раз всем присутствующим. Уважаемые судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. В первую очередь, разрешите выразить признательность за объективность при рассмотрении вопроса о принятии в производстве нашего ходатайства. И хочется сказать, что для меня лично это большая честь находиться в стенах этого высшего органа судебной власти. Поскольку мы все осознаем, что Конституционный суд – это особенный суд. Это, как выразился очень метко один из корифеев конституционной судебной системы, Конституционный суд, судебное конституционное судопроизводство – это суд над законом и правоприменительной практикой, в определенном смысле этого слова. Действительно, когда у людей возникают проблемы по нарушению конституционных прав и свобод, они обращаются в Конституционную палату Кыргызской Республики. Коротко, если сказать по облику нашего обращения, я бы хотел остановиться очень коротко. Когда я попытался вступить в качестве защитника по уголовному делу, то на первом же судебном заседании, значит, судья как будто бы допустил меня, но с оговоркой, с условием того, что необходимо получить соответствующим образом допуск. Я не против был изначально от получения допуска, но, выйдя из судебного заседания, переговорив с другими адвокатами, там участвуют 4-5 адвокатов, я выяснил, что ни один из адвокатов не имеет возможности пользоваться в полном объеме своими правами. То есть, каким образом происходит процедура? Они имеют возможность доступа к материалам дела только в стенах суда, это раз. Только в рабочее время, когда работает суд. Они имеют право делать выписки, но ни одна бумага не должна выноситься из здания суда. То есть получается, что 4-5 томов уголовного дела и возможности адвоката ограничены настолько, что невозможно полностью помнить каждый материал, каждое доказательство. Из ума, из потолка составлять какие-то ходатайства, готовиться к процессу и так далее. И поэтому я вынужден был со своим подзащитным объяснить эту ситуацию, что я как адвокат не смогу в той полной мере защищать его, и мы приняли решение обратиться в Конституционную палату. Поскольку ответ от судьи, поступивший мне, не был конкретизирован по процедуре, по той процедуре, каким образом мне будут предоставляться материалы, а было выставлено одно лишь условие получения допуска к адвокату, поэтому наше ходатайство в основном касается этого предмета спора. С вашего позволения, я хотел бы не повторяться тех моментов, которые отображены в нашем ходатайстве, а коснуться только тех сторон, которые, я считаю, более, может быть, ярче раскроют нашу позицию в этом вопросе. Первое. Нам всем известно, что уже в преамбуле Конституции Кыргызской Республики сказано, что человек, права и свободы являются высшей ценностью Кыргызской Республики. То есть уже ясно, что через всю Конституцию и все законодательство Кыргызской Республики красной нитью должен проходить этот постулат закона. Далее, в части 1 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, которая является по отношению к преамбуле уже специальной нормой, уже более конкретизируется и говорится, что права и свободы человека определяют содержание и смысл деятельности всех органов государственной власти и органов самоуправления, а также их должностных лиц. То есть, по нашему мнению, законодатель, принимая законы, обязан учитывать эти положения, нормативные положения Конституции Кыргызской Республики, и поэтому мы считаем, что
законодатель мог ограничить права адвоката другими способами, не ставя условия к допуску. Есть другие способы взятия письменного обязательства о неразглашении. В конце концов, привлечение к ответственности адвоката за разглашение государственных секретов. Тем более, что в законе об адвокатуре и адвокатской деятельности эта норма в статье 16 устанавливается. Есть обязанность адвоката о сохранении конфиденциальности и предусматривается ответственность в соответствии с законодательством за нарушение своих обязанностей. Второй момент. Я хотел остановиться на том, что частями 1 и 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики говорится о том, что каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав. Кроме того, часть 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики говорит о том, что те международные договоры, участницей которых стала Кыргызская Республика, является составной частью законодательства Кыргызской Республики. А мы знаем, что Международный пакт о гражданских и политических правах – это тот документ, к которому Кыргызстан присоединился еще в 1994 году. А в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах говорится о том, что каждый имеет право сноситься с выбранным им адвокатом и пользоваться его услугами. То есть получается статья 15, часть 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов существенно вне противоречит и не соответствует частям 1 и 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики, а также статье 14 Пакта о гражданских и политических правах. Другими словами, опять резюмируя вот этот второй пункт, хотелось бы сказать, что это противоречие мы считаем, что нужно устранить, и, наверное, законодателю все-таки нужно это доработать. Третий момент. Я хотел остановиться на части 1 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, которая гласит о том, что не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Но в нашем конкретном случае Первомайский районный суд, вероятно, опирался на часть 2 этой же статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, где в действительности идет ограничение, но в целях защиты национальной безопасности Кыргызской Республики. Чтобы пояснить норму, почему же судья опирается на эту норму как специальную по отношению к первой части, но в то же время игнорирует пункт 8 статьи 5, пункт 8 части 5 статьи 20, где запрещено всякое ограничение на судебную защиту. Почему же идет такое несоответствие? Я думаю, что нам, наверное, хотел бы очень коротко сказать о пандектной системе права. Не каждый юрист понимает это пандектное право. Пандектная система – это система сложения нормативных правовых актов. Пандектная система, она пришла к нам еще из Древнего Рима, и мы все знаем, что все наше законодательство, законодательство Германии, России, всех стран постсоветского пространства, оно идет от общего к частному. То есть каждая последующая норма, она выступает к предыдущей специальной нормой и имеет приоритет. И получается, суд Первомайский в нашем конкретном случае, применяя часть 2 статьи 20 как специальную норму, он игнорирует последующую специальную норму, которая более приоритетной предыдущей нормы. То есть, согласно пункта 8 части 5 статьи 20 говорится о том, что не должно быть ограничено ни при каких обстоятельствах право на судебную защиту. Поэтому мы полагаем, что статья 15, часть 4, статья 17 Закона о защите государственных секретов
еще раз подтверждает то, что это противоречит Конституции Кыргызской Республики, существенно ограничивает права и свободы граждан. На основании вот этого сказанного мы полагаем, что мы правильно обратились с данным ходатайством, и еще раз я бы попросил удовлетворить и признать неконституционной нормы, в частности, статью 15, часть 4, статьи 17 Закона о защите государственных секретов, неконституционными и противоречащими частям 1 и 3 статьи 40 и пункту 8 части 5 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. Я закончил. Спасибо.